Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Влад Никитин, и я представляю факультет математики и информационных технологий. С детства я любил математику и верил, что почти каждую жизненную ситуацию можно описать графиком или диаграммой. Давайте посмотрим на это. Итак, на первой диаграмме мы видим вероятность того, что злодей расскажет о своих планах в фильме ужасов. С той же вероятностью наши преподаватели считают, что нам понадобится в жизни вычисление интегралов. А на следующем графике мы видим трудоустройство гуманитариев. Но, технари, не обольщайтесь. Вы, например, можете делать ноготочки по скидкам. А на данном графике мы видим любовь общажных студентов к гречке. Вот здесь они едят ее первую неделю, вторую, вот здесь месяц. А вот тут они нашли майонез. Ну, а здесь получили стипендию. На следующем графике мы видим мою популярность в общаге. Вот здесь я только заселился, вот здесь у меня начал появляться принтер, вот здесь я начал брать деньги за распечатку. Ну, а вот тут началась сессия. А на данной диаграмме мы видим то, как обсуждает университет в различных сферах нашей жизни. Вот здесь вот правком, администрация, ну и, конечно же, больше всего подслушано башку. Вот здесь мы видим количество людей, которые нашли ошибку в прошлой диаграмме. А это люди, которые хотят ее посмотреть. Ну и пока вы думаете над прошлой диаграммой, вы пропустили ошибку здесь. И теперь... Последнее, святое для меня, график моих любовных отношений. Но я решил не останавливаться на науке и саморазвиваться дальше. Начал заниматься своим телом и танцами. Физические нагрузки – это лишь один из векторов саморазвития. Еще одним моим любимым и главным вектором стало духовное развитие. Литература и поэзия стали для меня своего рода постулатами. А сейчас я хотел бы рассказать для вас одно из своих любимых стихотворений. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв. И погибает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты, вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины разрыв. И лейтенант хрипит, и значит смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шею.
Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей кровь чужую. Ну а теперь, чтобы закончить свое выступление на более приятной ноте, я прошу вас всех расслабиться и послушать четверостишие одного из современных классиков. Здесь так красиво, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах.